нас сегодня очень много появляется разных прибавок к нашему понятию экономика. Но поколение, кто постарше, наверное, помнят такое крылатое выражение, которым руководствовались долгие годы. Это экономика должна быть экономной. В брежневские времена было такое определение, что экономика должна быть экономной. Немножко с каламбуром, наверное, или с каким-то двойным понятием, но было такое. Сегодня у нас цифровая экономика, у нас есть еще и другие экономики, у нас еще и санкционная экономика. Поэтому иногда люди начинают путаться, все-таки мы в каком пространстве живем и что такое экономика. Как экономист я могу вам уверенно сказать, что экономика, она и в Африке экономика. Само по себе определение экономика, оно исходит из того, что эко – это хозяйство, а номос – это рациональное ведение. Вот это в своем роде понятно, что да, когда мы начинаем экономить, мы рационализируем какие-то свои расходы. Каким-то образом оптимально строим свою жизненную траекторию, свои запросы, свои интересы распределяем, мы оптимизируем ее, то есть устраиваем ее рационально на наше собственное соображение. Для страновой экономики то же самое, для мировой экономики то же самое. Есть рациональное поведение, которое нам позволяет друг друга учитывать интересы друг друга, и в то же время не конфликтовать, не доводить дело до боевых военных действий. Это выражение «экономика должна быть экономной» интересное. Мне понравилось произношение его в украинском языке. Оно звучало так: «Экономика повинна бути экономной». То есть экономика уже в вину ставилась, то, что она должна быть экономной в украинском звучании. А у нас, это отношение долженствования, то есть ты должна быть экономной, но не повинна еще. Поэтому, естественно, что в сегодняшние времена у нас рождается очень много различных определений, и они начинают путать нас. Какая у нас современная экономика в нашей республике есть? Я просто на примере исследований прошлого года. В прошлом году был проведен большой комплекс научных исследований силами ученых Северо-Восточного университета федерального, силами академических институтов наших Якутского научного центра. Мы провели довольно большой комплекс исследовательской работы, который был посвящен в целом оценке потенциала развития республики. Потенциал складывается из 4 основных производительных сил. Это труд, что может человек, какой потенциал трудовых ресурсов. Это потенциал капитала или потенциал, созданный нами самим, производственный потенциал. Что мы с этим производством можем сделать, каких достичь результатов. Третья производительная сила, или даже, может быть, одна, скорее всего, она на втором месте, это земля. Производительной силы земли, что эта земля нам может дать с точки зрения развития сельского хозяйства, продовольственного обеспечения, недровых богатств и так далее. Что земля может дать, в том числе включая водные ресурсы. Сколько чистой воды, сколько нечистой воды, сколько загрязненной воды, которую мы сами загрязнили. Это потенциал нашей республики. И 4-я производительная сила, о которой в свое время Карл Маркс еще сказал, что 4-я производительная сила – это наука. Потому что способности человека мыслить, решать, двигать науку вперед, развивать науку, получать новые знания – это тоже производительная сила. И сегодня, когда мы говорим о цифровой экономике, то это порождение как раз ума человеческого. В то время, когда мы вышли в космос, и из космоса уже при помощи космических аппаратов определяем свое местоположение, мы говорим по нашим сотовым телефонам, общаемся со всем миром, это тоже произведение ума, это производительная сила, которая нам умножила наши производительные силы. В прошлом году мы, когда делали оценку потенциала, мы разбили всю территорию на 5 зон. Вернее, нам так предложили такую разбивку на 5 зон. В том числе, 5 зон. Центральная зона – это группа центральных районов, заречные районы и левобережные районы, включая Кобяйский улус. Восточная группа – это те, которые у нас находятся на востоке, Тампонские и Эмиконские улусы, Усть-Майский. Южная группа – это Алданский, Нерингринский. Западная группа – Ленский, Алекминский, Мирнинский. И туда же ввели Вилюйскую группу районов. И, наконец, арктическая зона. В разрезе этих 5 зон мы делали оценку потенциала. Интересные сведения у нас получились по центральной зоне, которые очень хорошо характеризуют наше сегодняшнее состояние. Прежде всего, мы говорим всегда о человеческих ресурсах. Трудовые ресурсы – это часть человеческих ресурсов, человеческий потенциал в целом. А что наша республика может сегодня произвести на своей территории, каким образом мы наращиваем потенциал этого.
Но если смотреть общую численность населения, то за последний год она немножко идет с небольшим приростом, в такой позитивной динамике, учитывая то, что у нас все-таки рождаемость гораздо выше, чем в других регионах страны. И за счет этого у нас, за счет естественного прироста идет у нас рост численности населения. Ну, кроме того, есть еще миграционный прирост. Но есть миграционный приток и миграционный отток. Кто-то к нам приезжает, и мы отсюда берем и уезжаем. Вот, поэтому вот в балансе вот этих всех сил у нас каким-то образом динамика численности населения сейчас стабилизировалась на позитивном росте. В том числе, если смотреть центральную зону нашу, центральную группу районов, которую я описал, это Заречная группа и вот эта левобережная, то в 90-м году нас здесь проживало 418 тысяч человек в этой зоне. Сегодня, в 2016-2017 году, это уже 516 тысяч человек. Мы приросли на 96,7 тысяч человек, центральная зона. За счет чего? За счет миграционных передвижений внутри республики. При этом интересно обратить внимание на такие цифры. Если в 90-м году доля населения, которое проживает в центральной зоне, составляла 37% от общей численности населения республики, то сегодня это уже 54%. Больше половины теперь у нас живет вот в этой центральной зоне. Вот, действительно, у нас очень сильно изменилось вот это вот территориальное размещение наших сограждан, нас с вами. Вот. И это связано с тем, что, ну, во-первых, в 90-е годы был очень большой отток населения, которое у нас работало в промышленности. В то же время сельское население у нас как оставалось на одном уровне, так оно остается до сих пор. Вот, несмотря на то, что идет довольно большой отток из села в город. Ну, а, допустим, по улусам в центральной зоне смотреть. У нас в приросте за 90-е, 17-й год были улусы: Горный улус, прирос, Чурапчинский, Намский и город Якутск. Город Якутск вырос на 102 тысячи человек. Я помню, когда мы в 70-е и 80-е годы разрабатывали схему развития города Якутска и вот это, строили генеральный план развития города Якутска, мы предполагали, что в Якутске будет 260-270 тысяч человек населения на уровне там 2000 года. Но уже сейчас мы вышли почти, уже приближаемся к 400 тысячам, если взять всех. Ну, из них постоянно проживающих, кто прописан здесь в Якутске, это 360 тысяч человек. Ну и все остальные, это вот которые у нас так или иначе живут. Поэтому вот такой огромный прирост, он связан с тем, что мы, ну, образно говоря, так, сняли крепостное право. В нашей плановой экономике, когда все было распланировано, где, в каком улусе, что мы производим, то все трудовые ресурсы привязывались к этим объемам производства, к этому объему финансирования, объемам ресурсного обеспечения и так далее. И поэтому так или иначе все были закреплены на своих местах проживания, на своих местах трудовых подвигов, так сказать. Да? Когда мы объявили о том, что у нас сегодня открытая экономика свободная, ну и люди стали искать, а где лучше. И уже никого не скажешь, никому не заставишь, что нет, вот ты на селе родился, всю жизнь ты на селе проработаешь, там и похороним тебя. Вот. Сегодня свобода перемещения, вот она что показывает. И вот эти процессы сейчас немножко застабилизировались, то есть темп прироста, который был очень большой в 90-е и в нулевые годы, он сейчас немножко затормозился, и перемещение у нас по территории республики немножко стабилизировалось. То есть люди начинают жить более оседло. Но тем не менее, у нас с 2000 по 2016 год ежегодно из районов, центральных районов за пределы республики уезжало от 1 до 3,5 тысяч человек ежегодно. Постоянно. Ну, небольшие были колебания, но вот такие объемы. Люди, наши с вами земляки, все уезжают за пределы республики. Те, которые здесь жили постоянно. Зато в центральную зону ежегодно прибывает из других улусов, внутри наш республиканский обмен, до 4 тысяч человек ежегодно. За эти годы прибывало вот сюда, в центральную зону. Ну, я уже сказал, какие районы. Горный, Чурапчинский и город Якутск. Да? Интересно, появилась такая составляющая, заметная составляющая, это зарубежье. Вот эта составляющая приехавших из зарубежья, это республики Закавказья и Средней Азии преимущественно, вот, у них уже доля начинает быть заметной. Ежегодно прирастает от 100 до 500 человек люди, которые приезжают сюда и обустраиваются на долгое проживание здесь. То есть, если человек приехал сюда и живет здесь более 9 месяцев, он уже считается оседлым человеком.
Тот, кто приехал на летние заработки сюда, он не считается постоянным, поэтому он в учет это не попадает. Это такая трудовая миграция, сезонная, она в учет не попадает оседлого населения. Ну, вот такие вот интересные вещи происходят. Вместе с тем у нас возникает очень много таких серьезных вопросов. К нам приезжают мусульмане. Наша мечеть уже укрепилась сегодня, да? У нас есть католики свои, у нас есть датсан, у нас есть армянская церковь. То есть вот уже многоконфессиональность появляется население в городе Якутске. Каждая конфессия – это культура, определенная культура. Если мусульманину положено 5 раз в день молиться, он это будет выполнять, где этот час его застанет. Ну, я помню фотографию вот здесь из нашего Дахсуна, спортивного комплекса. Огромное количество людей стоит на четвереньках и отдает там Аллаху свои, так сказать, молитвы, да? Как среагируем мы на это, да? Вот, учитывая то, что все-таки северяне в целом, и мы в том числе, и даже, видимо, от природы и по историческому, так сказать, складу, люди очень терпимые, то, что называется толерантные, да? Мы к этому относимся, стараемся относиться с пониманием. Вот, но в то же время надо, видимо, уже когда-то возник вопрос, надо как-то нам утрясти вот эти все взаимоотношения, чтобы мы, не дай бог, друг другу не стали мешать каким-то образом. Вот, поэтому вот за этими перемещениями, миграционными потоками идет вот эти вопросы возникают. Теперь у нас мы так или иначе все равно ждем уже и китайскую волну сюда. Вчера только я слушал передачу, оказывается, в Китае, если мужчина, китаец, женился на русской, это престиж для него. На женщину-китаянку, которая вышла замуж за русского, смотрят не очень благосклонно. А вот если мужчина взял в жены китаянку, то есть не русскую женщину, то это уже престиж для мужчины. Вот, но сразу же возникает, когда начинаешь смотреть, анализируешь эти миграционные потоки, возникает вопрос о том, а не оголяется ли у нас село при этом. Ну, действительно, основная эта миграция идет из села. Там приток населения, естественный прирост населения большой. Вот. И естественно, что какая-то часть населения ищет себе более благоприятное место жительства и работы именно в городской среде. Так вот, у нас в республике такая картинка. У нас как в послесоветские годы, как в советские годы и как досоветские годы численность сельского населения была примерно 1/3. С небольшими колебаниями, но вот она постоянно держится на одном уровне. 1/3 населения все равно остается постоянно жить в селе. И у нас то же самое. И, допустим, по центральной зоне, про которую я говорю, значит, 90-й год в центральной зоне сельское население составляло 164 тысячи человек, а сегодня она составляет 180 тысяч человек. Прирост произошел в сельской местности, произошел на 20 тысяч человек. Но она примерно на одном же уровне также и осталась. За счет рождаемости, прежде всего, а потери идут, динамика эта была бы более восходящей, и в наши годы, да, то есть с 2000 года была бы и восходящей, если бы не было миграционного оттока. А сейчас нам как бы вот этот миграционный отток из села, он компенсируется приростом рождаемости. Вопрос очень серьезный, потому что, ну, во-первых, мы должны обеспечить нормальное качество жизни на селе. Так? Люди прекрасно понимают, что город предоставляет больше возможностей себя реализовать, больше различных услуг и так далее. Поэтому, безусловно, это надо принимать как должное. Вот. Но с другой стороны, если мы говорим о том, что у нас есть земля хорошая и есть возможность производить качественную сельскохозяйственную продукцию, то, безусловно, мы должны этим быть озадачены. Но сегодня, допустим, мы начали интересоваться и разрабатывать проект по производству органической агропродукции. Что такое органическая агропродукция? Это продукция, произведенная в сельском хозяйстве, которая обладает абсолютной чистотой. Ни грамма химии, абсолютно. Никаких удобрений, ничего больше. Только вот естественная природа. Учитывая, что у нас 3 миллиона квадратных километров территории, и если мы посмотрим на карту и попробуем нанести вот эти зоны загрязнения, промышленного загрязнения на территорию, их будет практически незаметно на большой карте. Вот, а все остальное это чистая территория. Про рыбу мы знаем, про жеребятину мы знаем, про оленя мясо мы знаем, про мясо якутской коровы мы знаем. И вот сегодня у нас уже есть хозяйства, которые
конкретно занимается этим направлением. Что означает экологически чистая продукция? Это значит, что территория, на которой производится она, или это продукция растениеводства, или это продукция животноводства, обладает полной чистотой. Это специально устанавливается экспертами, биологами, которые подтверждают, что да, эта территория экологически чистая. На нее делается соответствующая карта, границы обозначаются, и за пределы этой территории хозяйство не имеет права производить выпас ни животных, ни выращивать какую-то другую продукцию, только в границах этой территории. Дальше идет вопрос забоя, допустим, если животноводство идет, да, уже заготовки мяса, хранения его, транспортировки, до рынка сбыта и, наконец, на рынке сбыта. Все это должно быть абсолютно чистым, от начала и до конца. Вот это вот экологически чистая продукция, и мы сегодня имеем довольно огромный потенциал. Только в центральной зоне можно было больше 2000 тонн, допустим, экологически чистой жеребятины производить. Только в центральной зоне, учитывая те территории, которые у нас удалены от городов, от больших поселков, где нет никакого загрязнения. Это очень интересное направление, которое вот сейчас отрабатывается. Строится, и вот недавно был принят закон об экологической продукции, российский закон, который устанавливает правила обращения и правила производства. Так что вот этот путь уже у нас начат, и наша задача этот подхватить сейчас волну. Интересная у нас есть сегодня такая тенденция сложилась, да? У нас в последние годы активно прирастает поголовье лошадей, без особого государственного вмешательства. Сами по себе люди уже поняли, что, оказывается, коневодство – это вполне рентабельная, приносящая доход отрасль. И люди уже стали сами ходить. Причем за 10-15 год поголовье лошадей у нас приросло на 44 тысячи голов в крестьянских хозяйствах, то есть в частных хозяйствах. И уменьшилось наши коллективные хозяйства, которые еще остаются. То есть люди уже поняли экономику этого направления сельского хозяйства и сами по себе уже этим делом занимаются. Тут у меня как-то разговаривал с ребятами, которые занимаются у нас официально, управляют развитием сельского хозяйства. Они так смеются, говорят, если раньше у нас, в Хангаласском улусе на конебазы ссылались все, кто дебоширит, пьет и так далее, гуляет там и не работает, то сегодня, чтобы попасть на конебазу, надо кастинг пройти. Не просто так, не каждый туда попадет, поэтому уже отрасль начинает жить нормальной, по нормальной экономической схеме. Есть такое понятие возрастные пирамиды. Это когда выстраивается по возрастам, выстраивается такая пирамида, как слоеный пирог, да? Сколько, какого возраста, какая доля населения у нас есть. Почему не пирамиды? Потому что она в целом, если про ее так геометрически посмотреть, она как пирамида строится. Младших возрастов много, по мере старения мы уходим. Старшие возраста – это уже самая верхушка пирамиды, это, как говорят, период дожития очень маленький, да, остается. Но эта пирамида, они имеют такие большие волны. Их называют демографическими волнами. И она больше уже, эта пирамида, походит не просто на пирамиду, а на такую елочку, где есть узкие пояса, где есть широкие пояса и так далее. Все это связано с тем, что, во-первых, что первая волна, это связано с Великой Отечественной войной, когда у нас рождаемость резко упала, детей рождалось очень мало, я послевоенное поколение, нас очень мало. Сегодня наше поколение представляет очень маленький узенький поясок такой. Потом за нами идут дети, которые родились уже в 50-е, в 60-е годы. Это большая такая доля их, как женского, так и мужского населения. Потом опять появляется новый поясок, это уже наши дети идут, которые, поскольку нас мало, то и детей мало нарожали. Потом идут дети тех, кто пошел после нас поколения. Это опять широкий пояс. Теперь следующее сужение пояса, сегодняшние дни мы это переживаем, это наши внуки. Дети наших детей, которых тоже было немного. И самое, что неприятное в целом и для России, и для нас тоже очень характерно для Якутии, это то, что эта военная волна демографическая наложилась на снижение рождаемости в 90-е годы. Прямо совпало один к одному, и поэтому эта пирамида у нас стала такая очень похожа на елку.
Ну, я даже могу постараться повернуть. Вот она выглядит таким образом. Значит, с одной стороны у нас это республика, а это центральная экономическая зона. В центральной экономической зоне эти волны выражены гораздо резче, чем по всей республике. Ну, а за этим следует все остальное. Абсолютно все остальное. Ну, допустим, в последнее время наш университет переживая тяжелые времена, уменьшение количества абитуриентов. Это вот наши внуки. Их мало, и поэтому вот эта волна сейчас она проходит. И если в 2009 году у нас было детей, которые закончили среднюю школу 38 тысяч, то сегодня это всего лишь 20 тысяч. Вот эти 10 тысяч – это наши абитуриенты, наши студенты, которых мы не добираем сегодня. Но эта волна уже сейчас проходит. Теперь пошла уже волна внуков тех, кто после нашего поколения, и вот эта волна сейчас опять будет поднимать вот эту вот нашу численность. То же самое происходит с трудовыми ресурсами. Сегодня у нас где-то возраста до 35 лет – это самая большая такая возрастная группа, это самые производители наши большие. Так? Вот, перед ними идет узенькое кольцо, вот они сейчас выходят. И вот сейчас дети, которые будут выходить из нашего университета и со всех высших учебных заведений в трудовую деятельность, они придут на полупустой рынок, людей не будет. Поэтому я всем студентам своим говорю, вы не беспокойтесь, вы трудоустроитесь обязательно, потому что спрос будет большой, а предложение будет маленькое. Другое дело, что у нас сейчас начинает расти наша диаспора студенческая зарубежников. Средняя Азия, появляются студенты из Средней Азии, ну, Китай, Монголия, вот эти ребята к нам начинают приезжать. Вот, поэтому вот эти волны ходят. Ну и что самое вот сегодня такое активно обсуждаемое, это пенсионный возраст. Сегодня вот мы пенсионеры, мне уже 69 лет, так, я 9 лет назад уже вышел на пенсию, вот, но сейчас подходит волна тех, которые гораздо больше по численности. То есть количество пенсионеров у нас сейчас будет резко нарастать. Вот, тех людей, которые будут уходить на пенсию. И уже сегодня, кто перешел 60 лет, это уже ощутимая такая команда. Но с другой стороны, вот тут сразу сходу приходит как бы на ум аналитическая такая вещь. Но мы уже об этом слышали, сейчас уже все анализируют это. Вот, с самого начала непонятно, когда только сказали о увеличении пенсионного возраста, сразу же возник вопрос, подожди, так, а кто кормить-то их будет? Или кого они будут кормить? А смогут ли они быть кормильцами? Потому что у нас, допустим, в республике до 90-го года на одного пенсионера приходилось 9 работающих человек. И вот эти отчисления, которые делали вот эти работающие пенсионные фонды, вполне хватало, чтобы вот этих прокормить. И в 90-е годы мы были донорами российского пенсионного фонда по пенсионным взносам. То есть мы собирали пенсионных взносов больше, чем нам необходимо было для того, чтобы нашим пенсионерам обеспечить существование. Вот. Ну а теперь сегодня у нас ситуация такая, что у нас на одного пенсионера приходится всего 2 работающих человека. Ну а дальше расчет очень простой идет. У нас в республике 3 человека, так? Это по России 2 человека. Ну а дальше расчет простой. Если у нас средняя, допустим, зарплата у работающих, включая там начинающих работы и давно работающих, у нас составляет, ну, предположим, там 30 тысяч рублей, да? Из них 22% пенсионные взносы, это сколько будет? Да, 6 тысяч, ну вот 3 человека по 6 тысяч, 18 тысяч. Это предел пенсии, который мы сегодня можем платить. Просто вся пенсионная система у нас устроена таким образом, на принципе общественной солидарности, да? То есть те, кто работают, обеспечивают жизнь нашим старикам. Ну, это логика такая простая. Дети должны обеспечивать проживание старикам, которые их на свет произвели. Но мы немножко пошли дальше, мы в Советском Союзе еще в советское время, мы это все, так сказать, обобщили вместе. Мы одна семья. Вот. Кто-то не родил детей, но мы ему должны обеспечить пенсионное существование. Вот. Кто-то не работал, а говорит, ребята, я тоже должен как-то жить, у меня пенсии своей не было, но я тоже должен жить. Поэтому вот этот принцип, он вот такой. Сегодня уже ходят такие разговоры о том, что как в передовых западных странах, каждый человек сам зарабатывает себе на пенсию. Он заинтересован работать интенсивно, заинтересован работать, получать большие зарплаты и доходы, и отчисляя часть на свое, в накопительный какой-то
счет, они идут, и потом из этого счета он доживает свою жизнь в пенсионном возрасте. Ну, нам тоже сказали, а прикиньте, а что это такое должно быть? Но даже если, может быть, это и хорошо, но я просто не представляю, каким образом мы можем от той системы перейти вот к этой новой. Каким образом? Значит, либо ее постепенно вводить, либо нужно... Мы с этой-то никак, с этим напугали всю страну, значит, да? Хотя нам, особенно здесь, северянам-то пугаться не особенно приходится, потому что там все льготы за нами сохраняются. Значит, женщины, живущие на севере, имеющие детей, там у них пенсионный возраст сохраняется, горняков на трудных работах и так далее. У многих остается практически, у многих те же самые условия выхода на пенсию. Вот. Но, тем не менее, страна у нас одна, и беспокоишь за тех, кто живет далеко за пределами севера. Когда мы начали уже говорить о потенциале производства, да, а что мы можем сделать, чем мы сами себя можем прокормить в центральной экономической зоне? Вот. Значит, по добыче полезных ископаемых, естественно, центральная зона, ну, не более 5% в республиканском, так сказать, фоне составляет. Вот. Практически нам добывать особенно нечего. Вот. Дальше обрабатывающее производство, ну, 65-68%. В разные годы где-то вот на этом уровне. Это обрабатывающее производство. Но учитывая то, что у нас в целом по республике обрабатывающее производство занимает не очень большую долю, то и центральная зона, естественно, это, если сопоставлять цифры, добывающие по объему в рублях, предположим, или в каких-то других измерителях, это совершенно такие тяжелые сопоставления. И есть такое еще подразделение, как производство и распределение электрической энергии, газа и воды. И здесь мы в республике тоже занимаем уровень, центральная зона, более 60%. Якутскэнерго, главный наш производитель электроэнергии, он зарегистрирован в городе Якутске. Естественно, все фиксируется здесь, в Якутске. Хотя электроэнергию производим на Вилюйском каскаде ГЭС, в Нерюнгеле производим, во всех других районах, но фиксируется добыча, то есть производство здесь. По газу то же самое. Транспорт газа это и все остальное, что связано с газификацией, это Сахатранснефтегаз. Зарегистрирован в городе Якутске, и весь объем он регистрирует здесь. Поэтому есть такая некоторая условность в том, что какую мы долю занимаем в этом производстве. По сельскому хозяйству, по животноводству, это примерно в разные годы от 66 до 74% это центральная зона тянет на себе. Ну, действительно, самые главные сельхозрайоны это у нас здесь. Хангаласский, Намский, Горный и Заречная группа. Главное это Заречная группа. По растениеводству примерно 1/3 здесь производится. Все остальное производится в других зонах, экономических зонах. Когда мы вот так начинаем смотреть, а что же на самом деле это означает, что за этим следует? За этим следует то, что нам надо продумать, как людей обеспечить, прежде всего, занятость. А оттуда все остальное пойдет. И доходы, и благополучие, и качество жизни, и прочее, прочее. И вот эти вот все структурные изменения теперь нас очень сильно озадачили, потому что дальше сейчас надо будет делать корректировку стратегии развития республики с учетом вот того, что у нас мы теперь определили, какой потенциал. Ну, честно говоря, мы немножечко как-то так задом наперед зашли на это стратегическое планирование, учитывая то, что мы всегда бежим впереди всех. Вот. Страна еще там в централизованном планировании, а мы уже в рыночной экономике, а мы уже стратегическое планирование ведем. Мы сначала сделали стратегию, потом разработали сценарии стратегические, а потом мы оценили потенциал, а чем мы располагаем. Как раз надо делать все наоборот. Сначала оценим потенциал, чем мы располагаем, раз. Ну, в любой стратегической военной операции, любой военный начальник, он строит, исходит из того, какими силами он располагает. Вот. Дальше, потом мы определяем, по каким сценариям, возможно, мы будем развиваться, по каким сценариям будет развиваться окружающий мир, по каким сценариям будет развиваться Российская Федерация, и как мы в этот сценарий встроимся. Разные сценарии, там, мы обычно оптимистически, пессимистически строим, и какой-то еще такой более-менее разумный. Лучше уж все время оптимистически строить. Вот. И уже после этого вырабатывается сама стратегия, что мы делаем конкретно, где свои силы, средства расставляем, все производительные силы, где наступление у нас, где мы в оборону уходим, где потом наступаем, что, зачем, вот таким образом. Вот интересно, у нас такой еще один момент по центральной зоне, надо тоже очень сильно принимать во внимание. Посчитали, сколько у нас трудоспособных граждан не занимается трудовой деятельностью.
и сколько занимается трудовой деятельностью. Так вот, в 2000 году на одного работающего человека приходилось примерно полчеловека неработающего. Один человек кормил самого себя и неработающего, трудоспособного неработающего, не считая там детей, стариков, древних стариков и так далее, именно трудоспособного. В Советском Союзе этот показатель он приближался к нулю. Ну, кто помнит Советский Союз, помните такое название, как тунеядец. Это человек, который может работать, но не работает. И с ними, с тунеядцем, шла отчаянная борьба. Поэтому вот это соотношение способных работать и работающих было примерно 1 к 1. Вот сегодня, по 2017 году, у нас на одного работающего приходится практически 1 неработающий. И вот это работающий, он кормит себя, семью и еще одного способного работать, но не работающего человека. С чем это связано? Вот какая природа, откуда эти цифры, как они рождаются, вот это 1 к 1. Вот сейчас надо сделать глубокий такой анализ. Кто конкретно это? Ну, понятно, что у нас во всех семьях практически есть, да, что из улусов мы вызываем стариков, чтобы с детьми сидели. Ну, они там еще, возраст у них трудоспособный, не все до 70 лет дожили, но они приезжают, следят за детьми, то есть какую-то